На ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Обещанного 4 года ждут. Жди в очереди. А сколько ждать? Почему многодетная семья из Камского Устья не может получить субсидию на строительство дома? Разбиралась Анна Городнова. Медицинский центр довел пациента до больничной койки. Были проведены те процедуры, которые, в принципе, несовместимы с его заболеваниями. Предупреждение Роспотребнадзора и количество обратившихся у Альбины Минибаевой. Мать, подарившая жизнь. Мам, мне надо пересадку. Проблем нет. В РКБ успешно провели пересадку почки от матери дочери. Почему от операции отказались в других городах и решились в Казани, узнал Рамиль Шайдулин. Спорт на грани возможностей. Кто-то из нас плавает лучше, кто-то бегает и кто-то крутит педали. Кто стал железным человеком Татарстана в этом году, узнал Сергей Хайдаров. В Татарстане запрещены ввоз, вывоз и реализация живой птицы. Такое решение принято на основании постановления главного ветеринара республики. Сейчас в России в режиме карантина по птичьему гриппу находится 58 очагов инфекции в 9 регионах страны. Сейчас ветеринары в районах Татарстана обходят личные подсобные хозяйства и подворья. В 21 нашли инфицированную птицу. 900 голов сожжено. Как защитить своих кур? Об этом далее. Уткам вода и трава, зелень. Семья Галиевых живет в частном секторе поселка Орловка. Разводят кур и уток не первый год. Сегодня к ним пришли ветеринары, предупредили. В республике введен карантин и объяснили правила поведения. Объяснили, что уж не покупать курей, только с этим, с справкой, и не выпускать желательно. А мои заперти под навесом, так что мне не грозит этот птичий грипп. Я, от этого спокойна. Очаги эпидемии сейчас сразу в нескольких регионах страны. В Курской, Нижегородской, Орловской, Саратовской, Пензенской областях. На прошлой неделе 6 очагов выявили в Чувашии, один из них в 20 километрах от границы с Татарстаном. Источник инфекции – птицы, зараженные гриппом. Важно не допустить распространения вируса, говорят ветеринары, как это было в прошлом году. Тогда на Лаишевской птицефабрике из-за птичьего гриппа пришлось сжечь все поголовье, это 450 тысяч кур. В Челнах сейчас около 200 подсобных хозяйств, обходить будут все. Пробы крови и птиц, домашних животных отправили в республиканскую лабораторию. На сегодняшний день еще результат неизвестно. Скорее всего, отрицательно. Вакцины пока еще не выделены в наш район, потому что район у нас благополучный. Под наблюдением и дачные участки жителям раздадут памятки. На границе же с Чувашией, где и был выявлен очаг птичьего гриппа, сейчас выставлено 6 ветеринарно-полицейских постов. Вся продукция только с сопроводительными документами. Ветеринары советуют избегать контакта и с дикими птицами, а мясо и яйца тщательно обрабатывать. Вирус гибнет при высокой температуре. Радик Фархулин, Анна Городнова, Лясян Ханова, Ленар Султанов, ТНВ, Тукаевский район. Напомним, 5 районов республики вошли в зону карантина по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал Рустам Миниханов. Под особым контролем подворье в поселке Камское Устье, Каратун, в деревне Малые Кокузы Апастовского района, а также села Дрожжиновского, Кайбецкого и Тетюшского районов. В них приостановлена торговля птицей, яйцами и полностью запрещен выгул пернатых. Многодетная семья из Камского Устья не может получить субсидию на строительство дома. В 2015 году их поставили на учет по федеральной программе «Устойчивое развитие сельской территории». Однако очередь движется медленно, в списках еще 45 человек, а программа рассчитана до 2020 года. Дети растут, и жить в малометражной квартире впятером все теснее. Кто крайний, интересовалась Анна Городнова. При рождении третьего ребенка землю дали здесь. О своем доме Мустафины мечтают 7 лет. За это время в семье родился уже 4-й ребенок. Участок используют как огород, детскую площадку и баню. Баню сам устроил. И печки сам строил. В 2015 году семью поставили в очередь на получение субсидий по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Она рассчитана на молодых специалистов и многодетных семей. Мустафины должны были получить 1 миллион 200 тысяч рублей на строительство дома. Поднять его на свои деньги семья не в состоянии. Суду попытались взять. И в банках это у вас иждивенцев много не дали. На участке в 14 соток есть все, чтобы поднять свой дом. Сюда подведены свет, вода, вот этот фундамент залили еще 4 года назад. Но дальше стройка не продвигается.
Очередь на получение субсидий движется медленно, сетует Ильсияр. Сейчас в списке только в Камско-Устинском районе 46 семей, Мустафины 37-е. Период до 2020 года. Скоро эта программа заканчивается. И потом они нам скажут просто: вы не попали, извините. А что нам делать? Всем же дают. Почему они все говорят: ждите очереди? Но там же не идет по очереди. Одна женщина стала на 1 год раньше меня. Она уже 3 раза получала. Да нет еще люди, которые стали раньше, в 2008 году, не получили. В администрации объясняют, деньги выделяются в зависимости от даты постановки на учет и этапа строительства дома. Мы писали на имя министра сельского хозяйства Ахметова письмо, чтобы нам увеличили лимит выделения средств на многодетные семьи, чтобы их мы могли как-то обеспечить. В этом году, например, нам выделили всего 1 миллион денег по этой программе. Семья Мустафиных сейчас ютится в двухкомнатной малометражке. О своей комнате дети пока только мечтают. Я очень уже хочу переехать, там в квартире тесно. Тут есть огород, не надо ничего из магазина. Финансирование программы в этом году не увеличат. В районе еще 10 многодетных семей, которые так же, как и Мустафины, ждут, когда на участках закипит работа. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Камско-Устинский район. О своей проблеме многодетная семья Мустафиных из Камского Устья сообщила нам по телефону. Если у вас есть о чем нам рассказать, ждем и ваших звонков по телефону 570 50 17. Под прицелом недобросовестных медиков пенсионеры. Именно они больше всего обращаются в Роспотребнадзор с жалобой, что им навязали медицинские услуги. За 6 месяцев поступило почти 200 обращений. Но самое страшное, после процедур в таких медцентрах можно не только лишиться денег, но и здоровья. Они всегда в честном бизнесе. Альбина Минибаева. Был заключен договорчик, мы хотели оставить претензию на расторжение данного договора. Медцентр не за лечением, а за расторжением договора. Бесплатная диагностика организма в любое время. Эти слова не один раз будоражили казанцев. Клиенты шли, надеясь получить бесплатную медпомощь. Но в итоге кредитная кабала на несколько лет. Пойдемте, надо подписать бумаги. Меня под руки. Там уже готовые бумаги. Вот. Я подписываю, как бы, тренд, я понимаешь, акция. Роспотребнадзор республики встретился с бизнесменами от медицины. Еще раз напомнил, на этом рынке лучше играть честно и по клятве Гиппократа не навреди. Ведь в последнем случае после процедур пенсионеру стало только хуже. Все услуги были проведены до того, как у потребителей были взяты соответствующие анализы, либо была проведена консультация с терапевтом, либо с профильным врачом. С этим у потребителей ухудшилось состояние здоровья. Пик обращений на недобросовестных медиков пришелся на 2016-й. Пожаловались почти 400 татарстанцев. Но за полугодие 2018-го количество обращений уже приближается к 200. Звонят и заманивают почти магическими фразами. Что, извините, в голову придет, то и фактически предлагают, пытаясь заманить пациента, употребляя фразы, которые имеют, на их взгляд, магическое действие. Минздрав, квота, диспансеризация. Читать внимательно договор – самое первое и главное условие, если речь идет о здоровье. Но если вы его заключили и сомневаетесь в качестве оказания услуг, то прямиком звонить в Роспотребнадзор. Там уж точно вам подскажут, как дальше действовать и как составить претензию. Чаще всего в договорах сложно понять, сколько стоит каждая отдельная услуга. К тому же медицинские центры включают в стоимость услуг и анализ ДНК. Зачем? Для каждого клиента у нас стандартные в среднем абонементы, но когда клиент приходит на консультацию к главврачу, ему назначают индивидуальное лечение. На сегодняшний день именно упор недобросовестными исполнителями делается на такую целевую группу, как пенсионеры, то есть предлагается прийти именно на укрепление общего состояния, на улучшение общего состояния. Еще больше жалоб от тех, кто просто звонит и спрашивает, как можно вернуть свои деньги. Роспотребнадзор напоминает бизнесменам, для репутации лучше решать вопросы до суда. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Одна почка на двоих. Сегодня из стен РКБ выписались необычные пациенты. Это мама и дочь, которые 1,5 недели назад успешно перенесли операцию по пересадке почки. Из-за высокого риска от этой операции отказались в других городах. Но за нее взялись казанские врачи. О самочувствии и чувствах пациента и донора. Рамиль Шайдулин. Все хорошо. Вопрос о самочувствии после операции звучит не так, как еще 10 дней назад. В РКБ Татьяна Федулова поступила с самой крайней стадии почечной недостаточности. Единственным способом вылечиться была только пересадка. Мне сказала дочь: мам, мне надо пересадку.
проблем нет. Донором стал самый близкий человек – мама. Но даже так операция могла не состояться. Несколько лет пациентка принимала лекарства. Хирурги боялись, что орган не приживется. Мы были в Ульяновске у себя. Нам там отказали, потому что у мамы двойные сосуды, если я правильно называю, двойные сосуды. У меня не сворачивается кровь, и доктор отказался от нас. Приезжал профессор из Москвы, и он тоже посмотрел, он сказал, что я не готов за вас взяться. Вот здесь находятся те самые сосуды, которые конкретно в этом случае оказались сдвоенными. Но без операции было не обойтись. Когда пациентка только поступила в РКБ, у нее уже не работала ни одна из почек. Она уже изначально была с ХПН терминальной стадии на программном перитонеальном диализе. В течение 7 лет получала перитонеальный диализ. Поэтому здесь вопрос, нужна ли трансплантация, нет, не стоял. То есть здесь однозначно нужна была трансплантация почки. После 10 дней в палате мама и дочь отправляются домой. Только за год в РКБ их случай – это 10-я успешная операция по трансплантации почки. Но здоровье пациента – это еще и правильная реабилитация. Через неделю их вновь ждут на прием. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. За здоровым будущим, здоровое настоящее. Сегодня в Казани состоялось первое заседание Общественного совета проекта «Здоровое будущее». Его посвятили детской медицине. На модернизацию системы детского здравоохранения потребуется примерно 8 триллионов дополнительных рублей. До 1 октября правительство страны должно утвердить 12 посвященных здоровью детей национальных проектов. Это уже скоро для реагирования на возникающие проблемы Общественный совет запустит в интернете онлайн-приемную. Количество женщин в возрасте от 20 до 30 лет, оно уменьшилось в 2 раза. Рождаемость 65-70% обеспечивается женщинами в возрасте 20-30 лет. Это дети 90-х годов, и, к сожалению, их очень мало. И поэтому очень важно сейчас обеспечить максимальное качество жизни и максимальную поддержку семьям, чтобы семьи могли иметь 2, 3 и более детей. Также сегодня будут обсуждаться вопросы образовательных программ, подготовки специалистов по работе в этой отрасли. Сегодня мы будем обсуждать вопросы демографии и десятилетия детства. Необычный случай в Альметьевске. Автоинспекторы помогли роженице вовремя добраться до роддома. Ночью автоинспектором, несущим службу, обратился мужчина и попросил помочь доставить беременную супругу в роддом. Инспекторы Ленар Бадыков и его напарник Родион Гавриличев немедленно пересадили роженицу в служебный автомобиль и с использованием специальных световых и звуковых сигналов доставили женщину до роддома. Спустя несколько минут на свет появился мальчик. Сотрудники ГИБДД признаются, такого в их службе еще не было. В семье Васильчевых это первый ребенок. На выписку приехали и сами инспекторы. Молодой семье вручили детское кресло. Ну, как-то действительно по-киношному, потому что это все так быстро. И они так вовремя появились из ниоткуда. Это прям вот очень-очень так... Очень сильно им благодарны. Мы тоже папы, хоть и молодые, у нас тоже есть дети, сами приезжали, забирали. Но как бы судьба этого ребенка нам не безразлична. И как бы, мы созвонились и узнали, когда будет выписка, и приехали обязательно поздравить семью. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Искусство воспитания. Здесь ладоши топает и ногами топает. Обновленный детский сад в Нижнем Услоне увидела Альбина Аслагараева. Спорт на грани возможностей. Кто-то из нас плавает лучше, кто-то бегает и кто-то крутит педали. Кто стал железным человеком Татарстана в этом году, узнал Сергей Хайдаров. 95. Сегодня отмечает свой юбилей именитый татарин, генерал армии Махмуд Гареев. В эти минуты соотечественники и земляки чествуют его в Москве. Махмуд Ахмедович сейчас ведет активный образ жизни. Он президент Академии военных наук России. Сейчас наш корреспондент Зина Газалиева находится рядом с юбиляром и готова сообщить по телефону, что стало сегодня для него главным подарком. Сегодня для всех собравшихся чествовать с юбилеем Махмуда Ахмедовича Гареева двойной праздник. Ведь буквально в прошедшую субботу одна из электронных газет Татарстана ошибочно сообщила о смерти генерала. Когда выяснилось, что журналисты допустили грубую ошибку, все стали шутить. Значит, будет Махмуд Ахмедович долго жить.
И сегодня, встречаясь и принимая поздравления с 95-летием от друзей и земляков в полпредстве Татарстана в Москве, генерал с присущим ему чувством юмора комментировал пожелания долгих лет жизни. Именинник без преувеличения, личность легендарная. Доктор военных и исторических наук. Он по сей день принимает активное участие в работе Совета безопасности России. Опыт Махмута Ахметовича, прошедшего 6 войн, в том числе Афганистан, уникален. Вечер сегодня начался с показа документальной ленты, подготовленной журналистами ТНВ из цикла программ «Соотечественники», посвященный Герою дня. Поздравить юбиляра сегодня стремился каждый. Ну и, конечно, собравшиеся на чествование не скупились на добрые слова. Таких душевных людей и заботливых военных, сделавших много для Родины, для Татарстана, для России. Но я знаю очень мало таких людей. Поэтому мы его любим, ценим, уважаем, и мы хотим хоть как-то быть похожим на него. Сегодня в Министерстве обороны России Махмут Ахметович из рук Сергея Шойгу получил очередную награду – орден Александра Невского. По телефону именинника поздравил Рустам Минниханов, а свое видео поздравления прислал Ментимир Шаймиев. От подарков и поздравительных адресов сегодня ломился стол. Человека, у которого юбилей никак не совпадает с его лицом, с его состоянием, с его статусом. Хочу пожелать ему многих лет жизни, здоровья, долгие лета, как говорят на Руси, и саулык да танчылык. Юбиляра в полпредстве Татарстана сегодня поздравляли и коллеги из клуба офицеров, казанские генералы, ученики, а также сопровождали близкие, сын, внуки, сестра. Выступая перед собравшимися, Махмут Ахметович поделился тем, за что у него болит душа, за сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне. Вот когда говорят, что вот опыт Великой Отечественной войны устарел, мы не только по вопросу хирургов штат иметь там в госпитале, но и по ряду вопросов других должных выводов до сих пор не сделали. И к опыту Великой Отечественной войны нужно возвращаться еще раз, чтобы извлечь до конца уроки, из-за которых мы несли большие потери. Тогда вот все наши разговоры не будут пустым словом, а будут подносить пользу. Спасибо за внимание. В эти минуты праздничный вечер в честь юбиляра в самом разгаре. Махмут Ахметович обещал сам спеть, он любитель пения, и, конечно, еще рассказать не один анекдот. Ведь помимо военной славы за именинником закрепился титул главного шутника и души любой компании. Дина Газалиева, ТНВ, Москва. Наш телеканал присоединяется ко всем поздравлениям и желает Махмуту Ахметовичу здоровья, бодрости духа, а также продолжать служить Родине. Рустам Минниханов ушел в отпуск. Он продлится до 5 августа. Исполнять обязанности президента Татарстана будет премьер-министр Алексей Песошин. Двойной праздник в поздравлениях чистопольских электрических сетей, подразделениях чистопольских электрических сетей открылись новые здания производственной базы РЭС и мастерского участка. Новоселье справили сотрудники Алькеевского РЭС и мастерского участка Вожи Спасского РЭС. Прежнее здание мастерского участка Вожи было возведено в 60-е годы прошлого столетия. Построили новое здание менее чем за год. Его реконструкция стала производственной необходимостью, открытия ожидаемым событием как для сотрудников, так и для жителей. Участок обслуживает 15 населенных пунктов Спасского района. Долгожданная у нас стройка закончилась. Нам построили новое здание, провели сюда дорогу. С энергетиками всегда очень легко работать. Любой вопрос решается моментально, отметил присутствующий на открытии глава Спасского муниципального района Камиль Нугаев. Новоселье справили и сотрудники Алькеевского РЭС. Здесь открылась новая производственная база. Этого обновления сотрудники и жители района ждали более 40 лет. Здесь созданы соответствующие современным стандартам условия для предоставления услуг потребителям. Здание оборудовано офисными кабинетами, душевыми, раздевалками, мастерскими. Это не просто созданы комфортные условия для тех сотрудников, которые здесь будут работать. Это для всех клиентов, для всех жителей Алькеевского района и не только. Жители района довольны тем, что вот увидели еще один прекрасный, не просто здоровый, красивый объект на территории района, но еще и где можно получить тот спектр услуг, который должен быть оказан именно нашему населению. Сетевая компания стремится оправдать высокую ответственность по обеспечению надежным энергоснабжением потребителей. Такие новые производственные базы – это дополнительная мотивация для дальнейшего развития и выхода на более высокий уровень взаимоотношений с населением. Это нас мотивирует на то, чтобы улучшать условия труда, чтобы делать еще наши показатели более лучше, внедрять новые методы и бережливого производства, и
чтобы наши потребители всегда были с электроэнергией. За последние 5 лет в улучшение электросетевой инфраструктуры Татарстана было вложено около 50 миллиардов рублей. В планах сетевой компании продолжить обновление производственных баз, в том числе и по филиалу «Чистопольские электрические сети». Смогут принять еще 15 малышей. Сегодня в селе Нижний Услон после капитального ремонта открылся новый детский сад. Обновляли садик по республиканской программе. На мебели и игрушки деньги выделил район. Новые качели и беседки детям подарила сельская администрация. Как все это оценили малыши и их родители, расскажет Альбина Салгараева. Взрослым скажем всем спасибо за подарок детворе. А подарку ребята действительно обрадовались. У каждого, как оказалось, свои предпочтения. Здесь интересно. Скамейки, шкафы, одежда. Что тебе понравилось здесь? Качелька. Качелька? Еще что? Потом койка. Друзья. Еще вот тут. Тебе понравился новый садик? Да. Что тебе понравилось? Все. Здесь ладоши хлопать и ногами топать. Здесь и сильные, здесь и ловкие и умелые. На месте детской площадки раньше был пустырь. Ржавые качели заменили на новые, поставили беседки и песочницу. Функциональность особенно оценили мамы. Первый раз первого ребенка отдаем в садик этот. Ну, не в этом году, через год. Ребенку должно быть интересно там находиться, потому что это второй дом. Вот это у нас группа для младших детей. Что касается самого объекта, то отремонтировали его полностью всего за 4 месяца. Заменили кровлю, полы, инженерные сети, установили новые окна, двери, обновили пищеблок, сделали внутреннюю отделку. У нас добавился второй этаж и актовый зал еще. Мы будем и школой заниматься, и детский сад. От прежнего детского сада не осталось и следа. Здесь абсолютно все новое, в том числе книги, мебель и даже новые игрушки. Их закупили, кстати, на средства, дополнительно выделенные администрацией Верхнеуслонского района. Детский сад Нижнего Услона отремонтирован по республиканской программе. В этом году в нее вошли еще 94 дошкольных учреждения. Во многих из них работы уже завершаются. Альбина Салгараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Проверка на прочность или железные люди Татарстана. В Казани прошли соревнования по триатлону среди тиммермен. На старт вышли 250 участников. Среди них как профессиональные спортсмены, так и любители. Им предстояло преодолеть Казанку вплавь, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать еще 5000 метров. Кто он, местный железный человек, узнал Сергей Хайдаров. Проверка на прочность началась на акватории Казанки. Здесь спортсменам предстояло проплыть 750 метров. Водные просторы вышли покорять 250 смельчаков. Среди них любители, профессионалы и бывшие профессионалы. Когда-то я выступал, я мастер спорта по триатлону, выигрывал чемпионат России по дуатлону. Но время делает свое, плюс 20 килограмм. Поэтому сейчас борюсь с лишним весом, всем советую. Кому похудеть, а кому стать победителем одного из самых сложных соревнований в России. Преодолев водные испытания, спортсмены продолжают движение уже верхом. Отлично. Вода бодрит, супер. На одной дистанции спортсмены-одиночки и команды. Последние проходят этап по принципу эстафеты. Многие из них — это сборные друзей. Но так уж получилось, что кто-то из нас плавает лучше, кто-то бегает и кто-то крутит педали. И мы подумали, а почему бы вот не собраться вместе и сделать общий старт. Команды и одиночки на одном старте, но соревнуются в разных категориях. Для многих именно второй велоэтап показался самым легким, хотя дистанция 20 километров. После челночных заездов от Ривьеры до Казани-арены – бег. Плыть по Казанке, ехать на велосипеде 20 километров, а теперь еще и бежать. Именно третий этап определит победителя казанского марафона 2018. И сейчас спортсменам предстоит пробежать 5 километров. В такой ситуации важно, чтобы у них открылось второе дыхание. Сложнее всего здесь пришлось одиночкам. Они и плыли, и ехали. Потом нужно найти силы бежать. Чтобы это выдержать, кто-то специально тренируется, а кто-то просто ведет здоровый образ жизни. Готовились? Просто не пью, не курю. Этого достаточно. Так спортсменов подгоняют болельщики. Наконец, на финальной точке лидер, и многим знакомо его имя. Очень приятно смотреть, как развивается триатлон. Старты становятся из года в год все лучше и лучше по качеству проведения. Народу все больше и больше. Всего железные люди разыграли 7 комплектов наград. Те, кому она не досталась, обещали взять реванш через год. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о погоде на завтра. И до встречи в 21:30. Транстехсервис дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом. Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки. Гарантируем правильный выбор. Ведь у нас в наличии более 5000 автомобилей с пробегом. Подробности на сайте tts.ru. Ждем в нашем новом автосалоне автомобилей с пробегом ТТС Гарант. По адресу город Казань, Юдина, улица Бирюзовая, 38. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Не бывает замков без королевских башен. И без королевской крыши. Стальной бархат. Надежная металлочерепица с текстурированным покрытием. Гарантия Северстали 25 лет. Казанские стальные профили. 241-03-03. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Заведи «Ладу» летом и выгоду получи при этом. Гранту, Весту и X-Ray. Забирай у нас скорей. Выгода до 115 тысяч рублей и выгодный кредит. Автоцентр «Парус». Подробности 5 541 541. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Финиш покоряется не всем. На ралли «Шелковый путь» в этом сезоне многие автомобили ломаются в пути. После 2 этапов только команда КамАЗ-Мастер стабильно выступает на трассе. Очередные 365 километров подарили любителям автоспорта немало сюрпризов. Стабильность показывают челнинские экипажи команды КамАЗ-Мастер. Лидером дня стал Андрей Каргинов, аккуратная, но быстрая езда которого помогла не допустить ошибок и занять первое место. Эдуард Николаев пробил колесо за 20 километров до финиша. Такая ошибка стоила его экипажу 8 минут. Третье место и после Мардеева Николаева заняла команда Антона Шибалова, выполняющая роль быстрой технички. После ночи сервиса и без помощи механиков и инженеров экипажи выйдут на старт в сторону Астрахани. Ждали, что концовка будет такой тяжелой, и старались там отработать до конца, потому что все, что можно, все, что ты наработал на весь участке, можно потерять в конце, поэтому старались как-то ровно держать темп. Родная трасса помогает не всем. На автодроме «Казан-Ринг» завершился очередной этап российской серии кольцевых гонок. На протяжении 2 дней болельщики наблюдали за драматичной гонкой лучших пилотов. Аварии, отказы техники, мастерская борьба. Главный кольцевой турнир вышел на финишный отрезок. В категории «Туринг» победу одержал многократный чемпион своего класса Дмитрий Брагин из команды «Таиф Моторспорт». А среди юниоров впервые в российской серии выиграл представитель AG Team Рустам Фатхудинов. В следующий раз участники российской серии кольцевых гонок встретятся на подмосковном автодроме Moscow Raceway 11 и 12 августа. Выиграли в квалификации, и выиграли в гонке. Спасибо команде, большую работу проделала команда, инженер. В общем, всем спасибо. Уже завтра в нашем городе стартует чемпионат мира по пляжному гандболу. За золотом мирового первенства в Казань приехали самые титулованные спортсмены. Участие в чемпионате примут 16 мужских и 16 женских команд из 24 стран. Всего более 300 спортсменов. Вход на соревнования свободный, место проведения – центр пляжных видов спорта. Всего 16 команд, они поделены на 4 квартеты в ходе группового этапа. Самыми опытными участниками являются Хорватия и Бразилия. Именно представители хорватского пляжного гандбола завоевали титул чемпионов мира 2 года назад. Турнир завершится 29 июля. Надеюсь, что это будет достаточно интересное соревнование с учетом того, что есть и новички, но и, конечно же, есть сильные команды, которые в пляжном гандболе достаточно хорошо выступают. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в июле со скидкой 20%. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2167 166. Ну что ж, а теперь о погоде.
В республику возвращается жара. В предстоящие сутки температура повысится, осадки не ожидаются. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно с прояснениями до 27 градусов тепла. На северо-востоке Татарстана малооблачно, без осадков, плюс 28. На севере республики преимущественно ясно до 28 градусов выше 0. На северо-западе Татарстана переменная облачность, плюс 26. На юго-западе республики облачно с прояснениями до 26 градусов тепла. В центре республики малооблачно, плюс 27. В последующие сутки температура в республике еще повысится. В Казани будет малооблачно до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.